Уважаемые телезрители, коллеги, друзья, добрый день. С вами в студии Беруля Олег, тендерный эксперт в сфере государственных торгов. Мы продолжаем цикл передач, посвященных государственным торгам, а именно вопросы и ответы, касающие государственных торгов. К нам приходит много вопросов от телезрителей, и я постарался сегодня их скомпоновать. И тема сегодняшней передачи – госзаказ, с чего начать. Итак, приступаем к вопросам. Наша организация решила участвовать в государственных тендерах. Соответственно, что нужно уметь ее сотрудникам, какие инструменты должны быть и на что нужно обратить внимание в первую очередь. Значит, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Это на то, чтобы у вас были обученные сотрудники. То есть тендерный специалист – это тот сотрудник, который должен знать законы, в рамках которых проходят государственные торги. Он должен иметь опыт работы. Он должен быть подкован по всем вопросам, и тогда, в принципе, компании ничего не страшно. То есть первое – это сотрудник. Второе. У компании должна быть электронно-цифровая подпись. Почему? Потому что практически 80% тендеров у нас проходят в рамках электронного аукциона. А для принятия участия в электронном аукционе в обязательном порядке нужна электронно-цифровая подпись. Далее, для того, чтобы принимать участие в электронных аукционах, нужен достаточно мощный компьютер. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание телезрителей, это должен быть хороший юрист. В рамках проведения каждого тендера будет обязательным заключение государственного контракта. Именно в государственном контракте будут прописаны все условия, которые потенциальный поставщик будет в дальнейшем исполнять. И именно юрист должен в обязательном порядке их посмотреть и принять окончательное решение, должна ли принимать участие компания в этом тендере или нет. Итак, ЭЦП, компьютер, тендерный специалист с опытом и знаниями и, соответственно, юрист. Должен ли тендерный специалист иметь большой опыт работы или у него должно быть специальное высшее образование? Ну, дело в том, что высшего образования в рамках государственных торгов для поставщиков сейчас нету, для госзаказчиков оно появилось, для поставщиков пока нету. А вот что касается опыта работы, да, я об этом говорил в предыдущем вопросе. Значит, опыт работы – это очень важно для потенциального тендерного специалиста. Почему? Потому что у нас в законе достаточно много белых пятен, то есть моментов, которые законом не оговорены. И именно в этом случае опыт вашего тендерного специалиста сыграет ключевую роль. То есть в определенный момент он поступит именно так, как надо, исходя из предыдущего опыта, и вы, соответственно, выиграете тендер, либо не потеряете деньги и так далее. Поэтому опыт для тендерного специалиста – это очень и очень важно. Достаточно ли нашей компании иметь в штате только тендерного специалиста или нужно создавать тендерную группу? Обязательно нужно создать тендерную группу. Очень многие компании просто нанимают тендерного специалиста и оставляют его, соответственно, плыть по течению. Но это неправильно. Должна быть создана тендерная группа, которая будет в себя включать тендерного специалиста в обязательном порядке, бухгалтера, который будет сопровождать тендера. Дальше это обязательно должен быть юрист. Вот. И четвертый компонент обязательный в тендерной группе – это технические инженера или технические специалисты, которые будут рассматривать техническое задание, и они уже будут окончательно принимать решение о том, будет ли принимать участие компания в тендере, сможет ли она поставить нужный товар, сможет ли она выполнить эту услугу. Вот. И, соответственно, вот все эти люди будут объединяться в тендерную группу, и, соответственно, компания, я думаю, будет достаточно успешно участвовать в государственных закупках. Существует много мифов вокруг госзаказа. Например, что государственный заказчик не оплачивает контракты. Все тендеры куплены и победители заранее известны. Суд всегда на стороне государственного заказчика. Так ли это? Да, действительно, такие мифы есть. Я неоднократно их слышал, но давайте разберем каждый миф в отдельности. Государственный заказчик не оплачивает контракты. Ну, наверное, нет ничего более юридически важного, чем государственный контракт, подписанный обеими сторонами. Любой в суд всегда станет на сторону поставщика, если вдруг ему по госконтракту не оплачивается выполненная его услуга или поставленный товар. Поэтому поверьте, если вы заключили госконтракт, он в обязательном порядке будет оплачен. Все тендеры куплены, но тоже это
это миф, потому что ежегодно проводится больше миллиона тендеров. Сделать каждый тендер купленным, ну, просто не представляется возможным, поэтому, поверьте, очень многие поставщики приходят в госзаказ, принимают участие в тендерах и с первого же или со второго тендера начинают выигрывать, не имея никаких связей с заказчиком. Поэтому все в ваших руках, и принимать участие можно и нужно, и вы будете выигрывать. Далее, победители заранее известны, но это тоже практически я ответил на предыдущем вопросе. Нельзя каждый тендер заточить под определенного поставщика. Это невозможно, потому что очень много контролирующих органов в госзаказе, которые проверяют все этапы тендера, проверяют все отчеты, все этапы исполнения тендера, оплаты тендера и так далее. Поэтому никто рисковать не будет. Я, конечно, спорить не буду, есть тендера, которые действительно сложно выиграть, да, но поверьте, достаточно большое количество тендеров, где нет никаких преференций, нужно принимать участие и выигрывать. И, допустим, суд всегда на стороне государственного заказчика, это тоже миф. Посмотрите многие арбитражные дела, посмотрите многие дела Федеральной антимонопольной службы, и вы там увидите, что, соответственно, суд или ФАС встает на сторону поставщика, и ни в коем случае не заказчика. Это открытые источники. Те же решения Федеральной антимонопольной службы можно увидеть на сайте Закупки.gov. Вы увидите огромное количество решений в пользу поставщика. Поэтому это все мифы, не верьте им. Есть ли какие-то секреты для новичков, которыми они могут воспользоваться уже сейчас? Да, действительно, секретов очень много, это можно уделить целую передачу. В рамках сегодняшней передачи давайте я остановлюсь на нескольких из них. Во-первых, перед тем, как принять участие в тендере определенного заказчика, проанализируйте этого заказчика на то, как он проводил предыдущий тендер. Если вы увидите, что все тендеры выиграет один и тот же поставщик или группа поставщиков, тогда не принимайте участие, потому что, наверное, будет тут сложно, соответственно, выиграть. Например, дальше. Слабое ТЗ. Если вы видите в тендере слабое техническое задание, то вы должны четко понимать, что на этот тендер придет огромное количество участников и будет сильное снижение. Поэтому слабое техническое задание, состоящее из нескольких строчек, наверное, больше должно отпугивать, чем привлекать. Следующий момент. Делая первый шаг в электронном аукционе, не делайте его сразу большим. То есть у нас в рамках электронного аукциона поставщик имеет возможность сделать шаг от 0,5 до 5%. Поэтому, делая первый шаг, делайте его 0,5%, а не 5%, потому что ваш шаг может быть единственным. Допустим, у ваших конкурентов сломалось ЭЦП, отвалился интернет, либо еще что-то произошло. И в итоге, сделав свой первый шаг с 5% снижением, вы будете являться победителем и заключите контракт именно с этим 5% снижением. А так бы, соответственно, с полупроцентным снижением был бы заключен контракт. Значит, соответственно, если вы принимаете участие в запросе котировок, старайтесь присутствовать на вскрытии конвертов. То есть это позволит вам удостовериться в том, что ваш конверт не вскрывался, о том, что конверты конкурентов тоже, соответственно, закрыты. И это намного снижает риски ситуации, когда заказчик может как-то повлиять на, соответственно, цену или на решение по поводу этого запроса котировок. Частой причиной отказа в участии для нас является отклонение нашей заявки. Как правильно подготовить заявку участника? Есть ли какие-то тонкости? Да, действительно, тонкостей много. Опять же, и этому вопросу можно уделить целую передачу. давайте я обращу внимание на самые главные тонкости. Во-первых, в вашей заявке не должно быть диапазонных значений. Там 6-7 градусов, 7-8 сантиметров и так далее. Все значения должны быть конкретные. Далее, в вашей заявке не должно быть диапазонных слов более, менее, от, до, допустимо и так далее. То есть все эти слова диапазонные убираются. Еще раз говорю, все значения должны быть, соответственно, конкретными. И следующий момент, это то, что в отношении каждого товара в обязательном порядке должно быть указана страна происхождения. Друзья, на сегодняшний момент у нас все.
Я постарался ответить на все вопросы достаточно детально. Я и дальше буду собирать вопросы по поводу этой темы, так как она актуальна, очень многие хотят принять участие в государственных торгах. И постараюсь на все вопросы ответить и детально их осветить. Итак, спасибо за внимание. С вами был в студии Беруля Олег.